вечер. На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». В студии Дарья Паскарюк. Здравствуйте. На календаре четверг, 10 марта. Как помочь вынужденным переселенцам из ДНР и ЛНР? И куда они, в свою очередь, могут обратиться за помощью? Обо всем этом можно узнать не только по номеру 122, через чат-бот в мессенджере Telegram и в соцсети ВКонтакте, но теперь и на сайте help21.ru. Можно все получить информацию о том, куда помощь направить, как и какую помощь, в том числе об открытии счета в фонде Парле и для физических лиц перечисление сразу QR-код, и для предпринимателей, куда, каким счетам можно перечислить эти средства. Помимо этого, на сайте можно узнать, как вынужденным переселенцам встать на миграционный и регистрационный учет, где получить единовременную матпомощь, в какие больницы обратиться, как записать ребенка в школу, детский сад, а также поступить в вуз. Кстати, здесь есть и список товаров, которые можно принести для гуманитарной помощи. Приближается дата начала приема заявлений в первый класс. Не за горами и летняя оздоровительная кампания. Как отправить ребенка в лагерь? Какой пакет документов необходим для зачисления в школу? Ответы на эти и другие вопросы родители смогут получить сегодня на онлайн-родительском собрании. Задать интересующие вопросы мамы и папы могут уже сейчас. Для этого необходимо перейти на сайт регионального министерства образования, указать ФИО, выбрать муниципалитет и обозначить проблему. Собрание начнется в 5 часов вечера. Ссылку для подключения можно найти на сайте профильного ведомства. А вы знали, что скорость сокращения площади лесов в России, по данным Всемирного фонда дикой природы, 1,6 миллиардов гектаров в год? Это 6 территорий Москвы. Помочь восстановить лесные массивы нашей страны можете и вы. Движение «Эко» запустило всероссийский весенний конкурс волонтерских посадок деревьев. Чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на сайте ekoviki.ru. Там в личном кабинете вы найдете положение о конкурсе. Сажать деревья надо на землях лесного фонда, пострадавших от природных катаклизмов. Кстати, за последние 6 лет в стране было высажено более 2,5 миллионов хвойных и лиственных в 52 регионах страны. Конкурс продлится до 30 июня, а итоги подведут уже на следующий день. Кстати, 6 организаторов самых масштабных и качественных посадок разделят между собой премиальный фонд в 200 тысяч рублей. В ближайшем будущем в столице Чувашии может появиться Дом молодежи. Он станет площадкой для талантливых людей, которая необходима чебоксарам, по мнению горожан. Всего в опросе на портале «Открытый город» приняли участие почти 6 тысяч жителей. И более 90% интернет-пользователей поддержали идею создания такого дома. Респонденты голосовали не только за и против площадки, но и выбрали место, где она разместится. Здание бывшего кинотеатра «Родина» стало самым популярным среди горожан. Именно этому варианту было отдано почти 34% голосов. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Далее в эфире прогноз погоды. Оставайтесь на телеканале «Россия».